2 мая, почти 3. Я зимой, мне кажется, блин, мерз меньше, чем сейчас. Ужас. Ветра такие, походу. Ужас, ужас. Еще ветер действительно поднялся. В общем, ладно. Да, утрянки у нас сколько? Часа? Так, 23. 2 часа осталось. Ложиться, наверное, смысла нет уже, да? Посмотрим сейчас. Кушать, в принципе, тоже сильно пока не хотим. Но за добытого Ромкой селезня пока пулечки не помешает, это точно. Сам добыл, наливай. На этот раз хоть получается у нас больше что-то более-менее. А то в прошлый раз пол-литра цедили 2 дня. Да. Не, холодно какое. Когда вот тепло и на душе тепло, костерок. Сейчас даже вон на озеро не могу выйти. Вы сами сегодня видели состояние озера. Чтобы закинуть пару сеточек хотя бы, чтобы поймать на жарехе и рыбку. Так бы сейчас поймали, почистили. А так холодно все. Представляете, сейчас вот сетями вот заниматься вот это во льду. Все скользкое, все опасное, все это. Подождем. Когда-нибудь все равно должно потеплеть. Ладно, это мы в надежде на будущее. Думаем, что когда-нибудь потеплеет. А пока что есть, то есть. Главное, сезон открыт. Ну, не мной, так хоть с моим сыном. Вот Ромка сезон уже открыл охотничий. Что-то я успел все-таки в отпуске делать. Молодец. Ну давай. Попасть на закрытие рыбацкого сезона, открыть и закрыть. Открыть сезон охоты. Молодца. Все успел. За неделю. Неделю назад рыбацкий закрывали, считай, практически, да? Неделя, наверное, прошла. Да, где так. Ну, вот. А так. Ну, за охоту. За первого добытого селезня. Ледяной. Может, с маслицем пожарим, не? Или не будем уже эту категорить? А мне кажется, тут время-то мы пока пожарим. Потом вот после утрянки, когда отсидим, можно будет уже нормальный обед приготовить. Перед сном. Утрянку отсидим и перед сном. А что? В принципе, когда тепло, мы сидим до 6, до 7 утра, когда утка есть. Потом приходим, кушаем, потому что я не знаю до сих пор, как это назвать. Завтрак, обед. Ну, не обед, а точно, или завтрак, или ужин, я вот это путаю всегда. Вроде бы и действие происходит утром, а в то же время, после того, как ты покушал, ложишься спать. Так что это, не знаешь, обед это или ужин. Будет видно. Это воскресенье уже у нас Пасха, 5 числа. Это завтра 3, послезавтра 4. Скоро будет уже послезавтра, потому что буквально через час будет уже 3 число. Ромке уже завтра на работу, счастливый человек. Пока еще не завтра. Пока Ну, еще послезавтра. практически, да, пока еще до 4 числа, да, еще час. Скажем так, меньше 50 часов осталось до работы. Меня тут раньше времени на работу не отправляй. Ничего, смена отработаешь, приедешь. Потому что все, сегодня вышла первая часть уже на Дзене. Завтра, послезавтра уже Дзен по нолям будет. На Ютубе еще это только увидит послезавтра. Так что, кто еще не в курсе, на Яндекс.Дзен все ролики выходят на 2 часа раньше. Вот. Если вы, допустим, посмотрели эту серию в 16:00 сегодня, переходите на Дзен, в 17:00 на Дзене уже следующая часть. Если у меня, конечно, все успеваю с видеоматериалом. А еще у нас сегодня как бы новость. Это
меньше недели осталось до открытия навигации. В общем, опять будем работать на реке. Будем возить грузы. В общем, времени будет меньше. Ну, один плюс тоже есть. Дополнительный заработок к пенсии, это тоже хорошо как бы. Так что придется, то есть уже не получится вот сюда вот заехать, как мы планировали, и жить неделю-две. Придется постоянно будет выезжать. Планировали одно, планировали, что на Весновку заедем, отохотимся, выедем, навигацию откроем, будем рыбу ловить, ездить. А видишь, не все получилось так же гладко, как планировалось. Погода внесла свои коррективы, и что получилось, то получилось. Ну ладно, постараемся успеть. Опять же тоже, если потеплеет, будет невозможно сюда ездить потом на урагане, когда дороги рухнут. Но опять же, вы сами видели сегодня, что делает наш ураган. Он и по болотам катается, и по всему. Единственное, что ему нежелательно, это кататься по пескам, по бору, по дорогам вот этим песчаным. Это вредит как бы склизам, вредит подшипникам, гусянки, и вообще нежелательно. А мох, болото, ручьи, снег, нас, пофиг, ему совершенно пофиг, едет куда надо и куда не надо. Так, давай. А если ведь поставить еще есть катковая система, да? Да, есть. Можно это, если катковую поставить, можно все лето кататься. У меня же ураган универсал был, он универсальная гусянка у него. Склиз заменяешь на катковую систему, и все, катайся хоть все лето. Просто... А тут нету. Ну, есть почему, если заказать колесно-катковую систему. Вот Саня Игнатов уже заказал, он катается. Ну тогда, я так думаю, надо будет снять толкач и поставить, и ездить сзади на корыте. Просто на толкаче не совсем удобно рулить, а задние колеса уже мне будет, ну, будет проще. Я так думаю. Потому что толкач, как только попадает на землю, он, ну, хреноватенько управляется. А если там вместо корыта будет, допустим, как на всяких бурлаках, два колесика? Нет, есть. Почему? А есть такой? Колесно-лыжный модуль, конечно. Конечно, есть, там все можно. КЛМ, колесно-лыжный модуль. Или колеса ставишь, или лыжи. Толкач снимаешь, ставишь КЛМ. Колесный модуль и покатил, как на мотоблоке. Но опять же, для этого надо прорубать, ну, чтобы место было хотя бы там для колес. Все можно делать. Всякое же лучше, как говорится, плохо ехать, чем хорошо идти. Идти-то ладно, на себе таскать все это. Тут положил, налегке-то ты пешком прокатишься, самое тяжелое это нести на себе. Давай по маленькой, да, немножко разденемся. Бродники, а неохота снимать, конечно. Новые бродни купил прошлый год. Когда выезжали с Весновки, привезли все, загрузили все в машину. Было уже лето, было уже жарко. И без задней мысли, что такое может произойти. Знаю, что возле печки обувь оставлять нельзя, а тут машина нагрелась до такой степени, что у меня новые бродни, вот эти, которые вот эти бродни, они просто вот сузились. И теперь одеть их что-то с чем-то. Вот если чулок там, чулок одетый, аккуратно снимаешь, еще можно как-то пропихнуть. А вместе с чулком это просто по 10-15 минут. Как натягиваешь, не знаю что на что. Ладно. Новые уж точно. Нет, новые есть, вот резиновые заказал сейчас. Мне кажется, точно такие. Они удобные, комфортные, но очень минус то, что вот это рвется очень быстро, как бы на 2 сезона даже не хватает. И очень боятся температуры. Так что где-то плюсы есть в броднях вот этих пробковых, где-то, конечно, минус. Ладно, что, заболтались. Сезон охоты открыт. Будем надеяться на потепление, на перелет. Что получится, то получится. Конечно, мы это, что получится, заснимем. Ну, а вы это, конечно же, все увидите. Так что, до новых встреч. До следующей части на канале Коми Рыбак. Увидимся завтра.
Так, ну вот снова утро. Мы опять идем к шалашу. На улице минус 4 градуса мороза. И как мы видим, все опять сковало льдом. Не знаю, будет утка, не будет. Кроме мороза еще и ветер северный. Утка в такую погоду, наверное, улетела обратно на юг. Но улетела, не улетела. Мы идем к своим шалашам. Доброе утро. На улице начало светать. Сегодня даже, несмотря на то, что пока ужинали, перекусывали между вечерней и утренней зорьки, прошло не так много времени. Успели и покушать, и даже где-то около часа, минут 40-45, наверное, даже и вздремнули. Да. Только мне кажется, зря я иду. Болото полностью замерзло, полностью во льду. Так что утки сесть будет некуда. Ладно, посмотрим. Если будет летать, попробуем. Может быть, в лед хотя бы выстрелить. Будет видно. Главное, сейчас дойдем до шалаша. Коль уж приехали. Конечно, очень сильное желание было попросить Ромку, чтобы позвонил, если лед на болоте, если лед есть, никуда не идти. Но если уже Ромка пошел в шалаш, то мне уже должно быть. А нет, есть вода. Вон, вода есть. Немножко воды вот в этой луже есть. Видать, она тепленькая. Так что здесь все замерзло. Все подо льдом. А вот здесь небольшая лужица есть. Так что, если утка будет летать, то, возможно, она сядет только сюда. Так что, не теряя ни секунды, спешим в шалаш и занимаем свои позиции. Ну вот. Слышу черка. Час 44. Услышал первую утку. Без 15:02. В принципе, уже стрелять видно. С каждым днем. О, вот где-то здесь летает. Давай, садись. Куда-то сел, но далеко. Вот первый черочек появился. Тюркал. Ну, но не наш. Ждем дальше. Время 15 минут 3. Утренник затягивает те небольшие лужи, которые были, и практически уже нет открытой воды. Все затянуло льдом. Здесь все во льду, там все во льду. Здесь у нас тоже все затянуло. Затянуло даже тут тропинку, по которой я прошел. И вот здесь небольшая лужаечка осталась 3 на 4 где-то метра. Вот такая небольшая. Здесь вот только возле шалаша. И все.
Ох. От такого обилия уток уже начал кимарить, несмотря на холод. И очень-очень холодно. Если бы не ветер, было бы нормально. Но с ветром это капец полный. Недавно прозвучал один выстрел в стороне деревни. Кто-то из деревенских там на Печоре, скорее всего, где-то. А здесь тишина на реке. Ой. 2:15 уже видимость отличная. Если когда мы заезжали, было еще в это время темно, то сейчас уже, как мы видим, светло. Но не для нас эта светлота. Не для меня. Ждем до 3 максимум. Посидим. Если не будет утка летать, она уже, скорее всего, не будет, потому что самое основное это летит на рассвете. Рассвело, сейчас навряд ли что-то будет. Но до 3 все равно посидим. Ну вот еще прошла одна бесполезная утрянка. Несмотря на ветер, минусовая температура стянула последние участки воды, что были. Практически их уже не осталось. Кроме одного черка, который без 10-2 потюркал здесь, пролетел. Ничего больше. Ни одного свиста, ни одного кряканья. Звонил Ромке, тоже тишина. Помните, говорил вам выстрел в стороне деревни. Это, оказывается, был не выстрел, это провалился лед. Видать, вода падает, и на озере, видать, висел лед, и он просто с огромным звуком провалился. Рома говорит, у меня, говорит, аж плот шевельнулся, на котором стоит палатка. Утка, видать, чувствует то, что здесь на болотах лед, и не летит. Так что не вижу смысла больше здесь торчать, мерзнуть. Пойдем-ка лучше в избу. Пока у нас охоты никакой не получается. Не знаю, что-то настроение вообще упало. Посмотрим. Если нас держит, может быть, прогуляюсь по ручью еще сегодня. Хотя смысла тоже нет. Там-то утка есть, крякаши сидят на ручье. Но к ним не подойти. Это просто надо тупо сделать скрадок, сесть и тупо ждать. Одному, а второму шугать. Вот тогда, может быть, что-нибудь получится. Сейчас, если Ромка поддержит эту затею, попьем Чайковского и сгоняем на ручей. Здесь больше делать нечего. Так, ни одного выстрела пока я и не сделал. Ох. Ладно, все, хватит на сегодня. Пошли в избу. Сюда вот утка точно не прилетит. Сюда вот тоже, потому что здесь все во льду. Все во льду. Сейчас дневным солнышком. Солнышко вроде бы уходит. Надеюсь, лед разъест, вода немножко согреется. И придем сюда вечерком, если Володя не приедет. Если приедет, поедем на тот конец в свой шалаш на озеро. Как-то вот так. Все, погнали, хорош. Вон. Прошло меньше 2 часов. И здесь вот мы прошли, сломали лед, уже по новой все затянуло. О какой нахрен утиной охоте может быть речь? Утка все-таки это не пингвин. По льду не бегают.
Так, ну чё? Пробуем. Что, прокатимся по ручью? Вроде нас держит. Я тебя здесь шуганем, где... Нас не держит. А? Не держит. Почему я сейчас смотрел, там держал? Не знаю, я сейчас попытался пойти по той дороге, по которой ты с утра приехал. Она не держит, я вышел на старую дорогу. Ну, по которой проехал, да, потому что я ее промял, видишь? Так-то держит, видишь, целяк. Целяк держит. Просто можно, допустим, пойти сейчас. Я бы тебя посадил в таком участке, где оно без проблем можно утку, если что, достать. И чтобы просматривалось хорошо. А сам бы там сколько? 2-3 поворота бы сходил, шуганул. Может, они крутанулись, к тебе сядут, может быть. Чай глотнем, так гоняем, наверное. До последнего не теряем надежды. Правильно Рома говорит, что-то надо делать. И так вчера весь день проспали. Утро 3 часа, получается, на 4-5, хотя бы до 6. Надо поработать. Рабочий день у нас. Табель не закроют. Ой, бля. Что-то я давненько не припомню такую весну, блин. Ужас. Че, сегодня настроение меньше, чем вчера? Холодное и голодное, да? Холодное лето 2024 года. Какой сегодня? 3 мая уже, да? Да. 3 мая. Весной даже не пахнет. Вовсю можно ловить рыбу со льда еще. Ну вот и закончили мы наши ночные похождения. Время 6 утра, 6 часов 10 минут. За бортом температура минус 5 градусов. Зима зимой. Привезли дров по пути. Завалено берез там было, еще пильнули. В общем, березы хватает. Сушняка хватает. Ходили, в общем, друзья, по ручью. Вернее, ходил по ручью я один. Рому вначале оставил. Ну так шуганули сначала. Утка была. Крякаши взлетели. Я Ромку оставил. Сам пошел гонять. Ну, где-то 5, где-то 5-6, так примерно стайка поднимется. Где-то 7-8, где-то 2-3. В основном кряква. Был шанс добыть селезня. Взлетели с шума, но, видать, он меня не видел. Начал кругаля давать. Самка в одну сторону, селезень в мою сторону. Я спрятался за дерево. Он крутанулся. Даже выстрелил, но так как был надо мной, эта больная рука толком не поднялась, промазал. В общем, опять нулевой результат. В общем, сегодня утрянка у нас по нолям. Пока у нас добыта только одна утка, вернее селезень кряквы. Думали, решали, что делать. Что нарешали? Остаемся на вечерку и домой. Остаемся на вечерку, вечер сидим. Если будет так же холодно, не вижу смысла. Сейчас днем-то под солнцем немножко потаять должно, болото. Но смысла оставаться на утрянку уже, если так же будет холодно, не вижу смысла. Ромки завтра уже на работу. Будем выезжать. Ночью приехали, ночью будем выезжать. Выедем. И, наверное, заеду уже, наверное, после Пасхи, да? Пасха у нас 7-го? Нет. 5-го. 5-го? Ты в субботу заступаешь. Суббота, воскресенье 5-го. Пасху отметим дома и, наверное, заедем 6-го, получается.
Как-то так. Ну там, наверное, уже заедем, и там, наверное, все равно уже будем уже сидеть. Будем сидеть. Только на одну ночь. 7-го мне на работу. 7-го уже я на работу. В общем, долгие весновки у нас пока не получается. Завтра работает Ромка, 7-го у меня уже смена. Работаю. Получается, заезжать буду только уже после работы. Но на один день я, наверное, еще заеду. Ладно, эти планы будем строить завтра. Пока небольшой перекус, попьем чайковского. И будем вырубаться, спать. За все отоспимся. За всю херню будем отсыпаться. Все. Такая вот весновка у нас невеселая. Ну ничего. Наверстаем. Я так думаю, все равно наверстаем. Да, Роман Геннадьевич? Не без этого. Да. Так, ну что, время у нас... Сколько время? 3 часа. 3 часа ровно. Кто-то уже... Для кого-то день давным-давно начался. А у нас это только раннее утро по-нашему получается. По-нашему, по-весновскому. Хотя весновкой то, что происходит, назвать очень-очень сложно. Потому что минус не проходил сегодня даже днем. Потому что постоянно минусовая температура. Ночью было очень-очень холодно. До минус 7, наверное, градусов, 8. Сейчас на солнце минус 2 градуса получается. Ну, датчик у нас с той стороны, солнце светит, даже не может согревать. Зимнее, натуральное зимнее холодное солнце. Светит, но не греет совершенно. Не знаю, оттаяли ли у нас лужи на болотах, но будем надеяться, что хоть немножко проталинки будут. Потому что надежда, как говорится, умирает последней, но она уже доходит до края, потому что по планам у нас сегодня сходить только на вечерку. И если ничего не поменяется, прямо ночью сегодня выезжаем, опять делаем перерыв до тепла. В общем, созванивались сегодня с Володей. Володя собирался завтра заезжать уже, говорит, 4-го заеду. Обрисовал ему эту ситуацию, что и как, что никакой охоты у нас пока не получается. И сказал, ладно, Геннадий, говорит, тогда тоже я, наверное, заеду 6 числа. 6-го, 7-го, где-то так, говорит, заеду. 7-го у меня рабочий день, 6-го посмотрим по погоде, что как будем. Возможно, на один день сюда я заеду, заскочу. А если нет, если дальше будет тепло, то заедем 7 или 8 теперь уже получается. И тогда уже дня 3-4 подождем тепла уже здесь на месте. Вот, как-то вот так вот, такие вот планы меняются на ходу, потому что такая весна холодная была, я уже Роме говорил, где-то лет, наверное, около 15 назад. Тогда еще и со снегом, снега выпало по колено. Лед замерз, новый лед до такой степени, что я спокойно бегал по нему сантиметров 10. Хотя, если бы я, мне кажется, наручение ломал, тоже сантиметров 7 уже, наверное, льда бы было. Я вчера сломал, наверное, сантиметра 3, наверное, было льда, около 3. Если бы я не разломал, сегодня бы точно можно было проехать по верху. Так что сейчас ломать не буду, попробую проскочить так. Вот. Ну что, у нас завтрак туриста сегодня жареная картошечка с кониной. Конина у нас жареная гуляш. Мама сделала. И плюс сюда еще закинули вот такой вот конину тушеную, высший сорт, в консерву. Это у нас зимней рыбалки еще осталось. Вот. Завтрак, как говорится, начали уже готовить сами. Картошечку порезали, пожарили. Ну, с добрым утром, Роман Геннадьевич. Всем доброе утро, вернее, уже. Многие об этом мечтают, чтобы утро начиналось в обед. Ну, у нас получается так. Многие, не знаю, многие, может, просто мечтают, это мы сейчас вот ноем уток, нет туда-сюда. Но мы, смотри, в избушке. Едим, что хотим, пьем, что хотим, спим, сколько хотим. Полная тишина, звуки природы, ветер, даже, правда, птицы. Здесь птицы не поют. Даже птицы перестали петь. А так все замечательно. Многие, может, об этом мечтают, как мы сейчас с тобой живем.
Они бы рады вот так даже и без охоты, просто так пожить в избушке и поесть, как говорится, с одного котелка, попить рыбацкого напитка в меру и все такое. Так что не хрен жаловаться. Я неплохо живу, только кушать охота порой. Будем. О! Напиток ледяной, аж как будто проваливается, как будто водичка, да? Хотя градус там есть. Пока сегодня проснулся рано, относительно рано, если можно сказать, во сколько мы легли. Раза 2 или 3 вставал, поправлял печку, потому что сильно кочегарить боюсь, что будет жарко. А так как обычно делаю 2 березки, чтоб шаялось, получалось прохладно. Изба все-таки щелей здесь много, хватает. И ледяной ветер просто полностью охлаждал избу, и было некомфортно спать. Потом в итоге, когда уже сделал как надо температуру, уже было 11:30, встал, начал монтировать. Смонтировал вторую часть, обработал все, теперь ждем домашнего интернета, едем домой и загружаем ролик. Уже дома сэкономим час времени. Вот. Еще хочу передать огромный привет Толику Доскалиеву. Был звонок в лесную избушку. Представляете, человек родом с Казахстана, проживает в Эмиратах, Катар. И оттуда был звонок сюда. Вот так, понимаете, да, расстояние какое. Говорит, у нас температура 38 градусов тепла. Я ему говорю, Толик, а у нас, говорю, так-то у него не Толик имя, просто Толик проще выговорить мне. Так-то Таулбек, что-то такое, Доскалиев. Я говорю, а у нас немножко прохладнее. У нас всего, говорю, -6, -7. Вы представляете, какая разница, да? У кого-то плюс 38, а у кого-то вот такая холодина. Пообщались, поговорили. Вот знакомые, ну, больше года, наверное, так вот, как созваниваемся, общаемся. А так, раньше он был моим подписчиком, хотя слово подписчик здесь неуместно. Все друзья, которые подписаны на мой канал, я их не называю не подписчиками, а друзьями, потому что в основном это вот у меня 51 тысяча, ну 1010 точно, вот судя по просмотрам, сколько меня смотрят, это точно уже близкие друзья, которые смотрят, комментируют. Некоторые, может, подписались просто так из-за любопытства, не знаю, но я считаю так, что все подписчики на канале мои друзья. Вот, дайте, пока долго рассиживать сегодня не будем, все делаем все быстро, пока не успели остыть. Выходить, не знаю, рано, не рано, мне кажется, задубеем. Лучше, наверное, часиков 6 выйдем, да? Я так думаю. Где-то да, я думаю, до этого уже бессмысленно. Я же ходил, ни одна утка не пролетала. Она где-то начинает... 8, пол-8 где-то, да? Вот первое это. Пол-8 как будто бы начинает затихать ветер, и где-то в часиков 8 начинает идти утка. Так что часиков 7, не раньше. Раньше там смысла нету, сопли мажусь. Да, это когда тепло, можно сидеть в шалаше, палатке целый день. Нет-нет, бывает налетает. Особенно когда прилетает хохлатая чернить. А вообще утка молодец, может даже днем летать. А серая утка в основном она вся или на рассвете, или в сумерках. И еще, друзья, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Любовь Николаевну за материальную поддержку, за денежный перевод. Так что за ваше здоровье, Любовь Николаевна. Счастья вам, здоровья и всего хорошего. Что-то конина у них, банки какие-то это кусками большими, я нажила. Это на вкус вроде ничего. Только с печки. А так как ледяной ветер дует, сверху уже остыло все. Я перемешиваю потихоньку в свою сторону. Ужас. Да, конечно, когда тепло,
бывали такие весновки, что здесь мы в футболках ходим, раздетые, 10-15 градусов тепла. Здесь, кстати, почему-то мне мало помнится таких моментов. А вот на Кедровке 2 раза на острове были и 2 раза сидели в футболках. Причем также на... Май был май. Как он правильно называется сейчас? Вербное воскресенье. Нет, мне кажется, когда мы сидели в футболках, Аса. это было где-то числа 12 мая, когда жара стояла. Я в тот год после 9-го не ездил. Да. Я сейчас, конечно, посмотрю те ролики. Оставлю ссылочку, кто желает, тоже посмотрите, как это было. Как там ролик называется? Райский отдых, наверное, да? Что-то такое было. Весновка, райский отдых, когда мы с Ромкой сгорели, в прямом смысле. Голый торс, посидели. У нас был пенный напиток прохладный, малосольная рыбка, сигов засолили, хлебушек, и мы просто наслаждались летней жаркой погодой. Это вот бывает и такая весновка. А на этой весновке мы одеты в 100 шкур и замерзаем. А разница, ну, сейчас вот, скажем, вот 3 мая, а там было, почему-то мне помнится 12 все-таки. Но я обязательно посмотрю, если что, поправимся. Ну так. Тогда мы были очень далеко-далеко отсюда. Палатка наша стояла на лугах, жили в палатке. В тот год мы сюда не заезжали. И как Володя говорит, он был здесь на весновке без меня. Говорит, Гена, ты, наверное, знаешь, утки здесь не было, говорит. Все, говорит, очень быстро вода ушла. Утки было очень мало, что-то там около 20 уток, что ли, за сезон Володя добыл. А у нас там нет-нет, но утка относительно была. Постреляли. Была постоянно, получается, но не было большими партиями. По одной, по 2 штучки за... Ну, была постоянно, да, и тепло, и комфортно было. Потом уже комары появились. Ставили сети, ставили продольники, рыбы заодно ловили. А тут я бы с удовольствием поставил сетку. Ну, возможно, попала бы щучка, карасики, окушки. Но какая нахрен может быть рыбалка, если нет берегов даже на озере. И вот сети, по идее, надо немного перебрать, посмотреть, приготовить. Но я даже нету никакого настроения в этом морозе копошиться с сетями. Потому что резиновая лодка и лед с минусовой температурой, это не то. Любая, как она лезвием может чиркнуть и упасть в ледяную воду, пусть даже это если не утонул, ты искупался полностью, вышел, замерз, заболел. Нахрена вот это надо? Всему свое время. Растает снег, ворвется в дом крик птичьих стай. И не вернуть, нам не вернуть. Холодный май, вот этот май, блин, действительно очень холодно. Но ничего, друзья, будет и на нашей улице праздник, обязательно будет. И дай бог, чтобы он начался как можно быстрее. Все, уже прохладненько, быстренько кушаем, отогреваемся в избе, пару часиков еще отдохнем и вечерком пойдем в наши холодные ледяные шалаши, которые продуваются ледяным холодным ветром, где вокруг лед, и ни одной птички, но мы все равно пойдем, потому что мы упрямые. Упорство и труд, все перетрут. Да, так и есть. Так оно и будет. Вечер 3 числа. Идем сидеть вечерку. И вот, видимо, днем не было даже плюса. Идем по болоту, вот такой вот лед. Где-то сантиметр. Хотя утром здесь проходили, весь лед проламывали. Также есть еще немного снега. Даже, наверное, который удержит. Оп, нет, уже не держит. А нет, немного держит. Вот. А дальше от берегов. Опа. Льда нет на болоте. Значит, только на заберегах удержался лед. Здесь, как видим, все растаяло. Хотя с утра тоже был лед. Вот. Наш мостик еще стоит на льду. Без изменений.
озеро по сравнению с вчерашним, мне кажется, не открылось больше ни на миллиметр. Какое оно было, такое оно и есть. Лед потихоньку подтаивает, раньше тут не проваливалось. Колышки у льда вышли уже у моста сантиметров на 15. Мост почему-то лег на одно из колышков. О, так вот лучше. Всё. Будет утка, не будет. Идет небольшой снег. На улице прохладно, в избе градусник показывал, что -2. Дует ветер. Ну вот выезжаем, крайний выезд сегодня у нас на вечерку. На улице минус минусом, так еще и снег пошел. В общем, Роман уже пошел, у меня греется буксировщик. Пешком мне туда никакого настроения шлепать по этому болоту со льдом нет. Попробуем доехать на нашем урагане. Доехать-то мы доедем, самое главное это ручей, ледяная переправа, он опять у нас замерз. Вчерашний лед я проломил, он был сантиметра 3, не меньше. Сегодня он намерз по новой, но вода походу немножко упала. Вроде бы как. Так, ну чё, пробуем. Куда-то задели. Куда-то задели. Какое-то бревнышко походу оттаяло. Проломили лед везде. Но проскочили. Проскочили сюда. Надеюсь, проскочим и обратно. Все-таки не зря этот мостик зимой построил. Пригодился. И здесь тоже поправил дорогу. Вырубил корни. Тут были корешки такие толстые были. И по ним буксировщик скользил как бы. Так что все, что не делается, все к лучшему. Потратил где-то лишние 10-15 минут, полчаса. А в дальнейшем оно помогает сэкономить уйму времени, сил и все такое. Вот. Все это расстояние мы раньше проходили пешком. А теперь бац-бац и на месте. Правда, не каждый год такая погода. О, Роман уже на плато. Посмотрим, как у него дела. Ну что, была утка? Нет! Утки не было. Ну, чуть-чуть больше стало, да? Мне кажется, не изменилось со вчерашним. Такое и было. Ну, понятно. Ну, лужа есть тебе, съесть, в принципе, есть куда. Уже не надо колдовать. Что, плот просел, да? Да вроде так же. Что-то он кривой стал какой-то. Но это я сейчас стою. А, ну понятно. Ну все, понял, не ломай. Пусть сядет ровненько. Ладно, ни пуха, ни пера тебе, Ром. Давай тебе тоже. К черту. К черту.
шалаше. Время 7 минут 7 вечера. При подходе ни одного взлета уток не было. Плохой знак. 6, 7, 8, 9. Ну, часика 3-4 в планах посидеть, померзнуть. Почему померзнуть? Потому что вот я повернулся спиной, оттуда просто дует ледянящий ветер, вообще ледяной. Северяк подул. Целый день был минус, но что мы видим, что пока весь лед, который был на болотах, он растаял. Видать, несмотря на минус, под солнышком это все растаяло. Так что я так думаю, часиков до 9 льда не будет. Если что-то будет летать, в принципе, может подсесть. Но то, что что-то будет летать, надежды вообще мало. Все надеялись, все ждали. Но когда изо дня в день повторяется одно и то же, ты уже начинаешь понимать, что это все не просто так, что перелет уток будет только тогда, когда поменяется ветер, когда потеплеет, тогда будет перелет. А сегодня процентов на 90 я могу сказать, что если что-то будет, то это случайная кряква, случайный шилохвость, 1-2, которые поблизости, которые прилетели давно уже, которые местные. Перелетной утки сегодня не будет, это 100%. Ну, естественно, ни гусей, ничего такого тоже здесь не бывает. Бывает, но очень-очень редко. 1-2. Если за сезон пролетит стайка над головой, то это уже удача. А чтобы добыть, это вообще. Но Вовке прошлый год удалось. Так что укутываемся потеплее и ждем, как говорится, у болота перелета. Может быть. А вдруг? Прошел час, даже чуть больше. Никаких изменений, как и ожидалось. Ни одного звука птицы, ни одного перелета. Здесь птицы не поют, и утки не летят, и только 2 охотника мерзнут в шалашах. Замерз уже конкретно. А еще запланировано пару часов, не знаю. Хотелось бы, конечно, в дождаться сумерков, потому что только когда начнет темнеть, что-то может быть шевельнется. Знал, что так оно будет. А нет, все равно с надеждой вышли, блин. Надо было на часика полтора позже выйти. Да, когда тепло, даже и в 7, и 6, и 5 она может днем лететь даже. Но когда холодно, утка лететь не будет, это точно. Проверено. Ну ладно, пришли уже обратно, не пойдем. Может, пару часиков еще выдержим. О, поприседаем, поджимаемся. И еще я заметил, это, наверное, первый год, когда не слышно журавлей. Вот, как мы видим, болото полностью оттаяло. Почти каждый год оно еще в снегу. Там вот на границе болота и леса они уже начинают курлы-курлы, ходят, их видно, перелетают. Пяток, целое семейство журавлей каждый год. То пролетают, их здесь никто не трогает, не стреляют. И каждый год они здесь, они практически прилетают одни из самых первых. В этом году ни одного журавлиного крика я еще не слышал. Так что, может быть, это примета. Не кричит журавль, значит, не жди утиной охоты. Будем наблюдать. Возможно, это и так. Я не удивлюсь, если еще выпадет снег и ударят морозы. Уже ничему не удивляюсь. Так что сегодня 100% выезжаем ночью домой и будем ждать теплой, хорошей погоды. Так. Время без 29.
Что-то. Пару раз первые пролеты были. Садился крякаш. Но улетел сразу же, получается. Не знаю, откуда он появился. Плюхнулся в траве. Потом что-то пролетело, шум крыльев был, свистнуло. Вроде бы связи. Тоже пару штук может быть. И еще слышал свист крыльев. Я не понял, что где. Как обычно. Все начинается, когда уже начинает темнеть. Когда уже видимости 0. Ну, минут 20, может быть, еще будет видно, если сейчас в течение 20 минут сядут где-то здесь вот в зоне видимости, то это хорошо. Нет, так нет. Шелохвости летят. Опять в стороне. Видимости уже почти 0. Сколько время? Без 5:09. Но еще немножко видно. Мне кажется, сейчас минут через 10-15 уже вообще ничего не будет видно. Ладно. Пока, если еще сюда вот сядут на зарево, можно будет попробовать сделать выстрел. Ну, за весь вечер раз 5, наверное, пролетели утки. Но никто даже рядом не садился вообще. Пролетают и мимо. Ну вот и все. 10 минут 10-го. И даже моему железному терпению пришел конец. Окочурился уже. Холодина. Замерз. 3 часа пустого времяпровождения. После 8 где-то половины 9 немножко полетало. Раз 5-6, наверное, что-то где-то почему-то. И все. За нюромки собираемся и валим домой. И до потепления здесь делать больше нечего, к сожалению. Пока у нас ничего не получается. Кто-то может сказать, что я снимаю херню, показываю. Ну, я уже не раз говорил. Интересно это, не интересно, но я показываю действие так, как оно происходит на самом деле. Если утки нет, значит нет. Значит, с пальца я ее не высосу. Будет утка. Покажем, как мы будем ее добывать. Бывает и так, что как бы ни старались, что бы ни делали, это не всегда так. Она не привязанная. Чтобы пришел, добыл. Она может летать, может не летать. Погода может быть теплой, может быть холодной. Когда-то удачно, когда-то неудачно. Что рыбалка, что охота, это дело такое. Все. На сегодня хватит. Уезжаем.
Прохладненько. Прохладненько что-то. Ты говорил, что печку не надо топить, блин. И градусов, наверное, 10, ой, ну 7, скажем. Ой. Минус 5,2. Не 7, но с ветром все 10, кажется. Вот, смотри, Ром. Сейчас выключаюсь, скажу. Мы немножко это, как бы, так сильно хотим ехать на Весновку, так долго готовились, и весна ведь была, и тепло было. И мы хотели как бы скорее приехать сюда, чтобы долгожданная Весновка, все такое. А здравый ум, то, что можно посмотреть прогноз погоды, и уже как бы опыт, то, что зная, что минусовую температуру, вот минус 5, как сейчас вот на болоте, еще того холоднее, с ветром, это только потеря здоровья и ничего больше. Утки в такой мороз не будет, она не летит, она любит теплую, хорошую погоду, когда чуть ли не лягушки, помнишь, ква-ква, лягушки квакают, комары летают, вот тогда и утка летает. А сейчас, когда вот такой вот мороз, какая нахрен утка, сейчас мы только болезнь заработаем, и когда утка прилетит, уже будем болеть потом, блин, к чертовой матери. В общем, все, хватит, наморозились, навесновались, как говорится, но это берем перерыв до тепла, собираем вещи, собираем посуду пустую, собираем там что такое, оружие, патроны, все это собираем. Остальное, основное оставляем здесь, потому что мы сюда еще обязательно вернемся и продолжим Весновку, которая пока у нас ни хрена не получается. Все, попьем чаю. Как-то вот так. Просто холодно, очень холодно, и нет смысла морозить сопли дальше на болоте. Будем ждать тепла. Ты счастлив от такой Весновки? Очень. Ну ты хоть одну кряку добыл, сезон открыл, а у нас пока вот не получается. Ну ничего, надеюсь, что-нибудь да получится. Как-то вот так. И такие бывают случаи, что есть, то и показываем. Так что всем пока. Фильм, я надеюсь, очень интересный получился. Ну какой есть, такой и показали, что теперь. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Надеюсь, следующая встреча будет интереснее. До свидания. Всем пока-пока. Вот мы в машине уже, и надеюсь, вопросов нет, почему не летела утка. Вон что творится. Повалил стеной снег. Минусовая температура, как зимой, да еще и с ветром. И нахрена утке куда-то ехать? Я так думаю, ехать, говорю, лететь. Ну ничего, в следующий раз будем поумнее. Будем смотреть прогноз погоды. Ужас, ужас, что творится. Здравствуй, зимушка, зима.